Звонок входящий был. Сейчас. Да, ну конечно, Дугаржаб Дашиев. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня пятница, 5 сентября 2025 года. Сегодня на волнах МИ-радио снова с вами я, Зуртан Халтаров. К сожалению, гости все разъехались по важным делам. Сегодня я буду один радовать, а может быть и не радовать кого-то моим прямым эфиром. Ну вот сейчас послушали застольную песню, которую в 90-е годы, когда, значит, надо было брать суверенитета столько, сколько мы хотели бы взять, значит, подсунули нам под видом гимна, и, конечно, это предопределило вот такое разгульное, развратное, значит, поведение бурятской недоэлиты, вот этих вот советских мелких номенклатурщиков, которых Потапов при себе держал как в кармашке, постоянно их гонял туда-сюда. Ну и вот не смогли эти, значит, как я люблю, значит, повторять слова этого преподавателя. Я помню, был у нас такой преподаватель, он ужаленный, видимо, был форумом СБН там или еще чего-то, вот начитался этих, значит, всех сказок, значит, о величии бурят-монголов, обязательно бурят-монголов, а не монголы-бурятов, не каких-то там отдельных там племен каких-нибудь и так далее, вот бурят-монголов. Значит, и вот он сейчас сотрясатели вселенной. Ну, мне периодически мои подписчики присылают фото различного рода вот антисоциального элемента, которые еще Путин почему-то не утилизировал в Украине, да, вот они там шахматные, обитают в районе, тоже, кстати, знакового с культурной точки зрения объекта, это, значит, на Саянах, там вот этот памятник лучнику есть, Мерген называют, Мергена, в честь умершего Айдаева его так назвали. Там, не помню, кто автор, Миронов, наверное, автор этих гигантских скульптур.
А может быть и не Миронов, напишите в комментариях, кто автор вот этой скульптуры. Но там они регулярно, ну это еще с 90-х годов, как бы место было для всякого рода дегенератов. Ну вот там, значит, новое поколение дегенератов выросло, уже совершенно потерявший человеческий облик. Ну и, по-видимому, может быть, они и делали какие-то попытки, значит, э, вступить, значит, в карательные путинские войска, но в силу того, что хронический алкоголик это все время это проблема везде и всегда, и поэтому, конечно, таких персонажей, скорее всего, не взяли, более чем уверен. Ну вот они там, в общем, обитают, периодически устраивают драки, валяются, ну, в общем, всем своим видом буряты от них открещиваются. Мне иногда пишут, зачем ты Ивенко выставил, значит, это же Ивенки, это не буряты. Но никто мне достоверных доказательств не привел, что это не буряты, потому что, ну, надо было хотя бы растолкать, спросить, откуда он там, сколько зарабатывает, ну, может, он миллионер, поэтому живет как хочет, да, может, просто богатый человек какой-то, а не социальный элемент, да. Ну вот чисто 3 бурятских вопроса задать. Откуда ты? Где работаешь? Сколько платят? Традиционные такие вопросы для того, чтобы понять, кто из себя представляет, что это за тело, значит. Ну и потом связаться, найти родственников, так скажем, чтобы вывезли этого персонажа на родовые земли, там заставить баран пасти, или, там, шишку бить, например. Сейчас как раз шишка пойдет, я вот читал новость о том, что с какого-то времени, значит, леса откроют для сбора шишки, ну, которой там уже и нет, потому что в силу, значит, определенных культурных традиций ванюшки уже все шишки сбили, даже те, которые не созрели. Так что бурят пойдет в лес, значит, только после того, как власти разрешат эту шишку собирать, а ванюшки уже все сколотили, уже даже все продали. Поэтому ничего удивительного нет, что буряту придется там за 3-9 земель куда-то переть вглубь леса, хватать всяких энцефалитных, бруцеллезных клещей, короче. Ну, в общем, жизнь хреновая. И, конечно, ну, в таких условиях, когда людишки живут в условиях тотального всеобъемлющего колониализма, когда бурята не считают за человека, даже сами буряты постоянно открещиваются вот таких персонажей, то, конечно, ну, трудно жить, и поэтому, естественно, я же общаюсь с другими бурятами, которые мигрировали, они все выступают за то, что, конечно, нужно наши миграционные потоки усиливать, потому что ничего хорошего в этой русской империи нет. Но вот сейчас, значит, китайцы внезапно, видимо, все равно фабрики мозга у них там работают, они посчитали, что, в общем-то, избыточно требования виз от россиян, то есть они и так сильно обнищали, и теперь в рамках, значит, эксперимента в течение года россияне будут, значит, посещать Китай без визы. То есть, если раньше, например, вот мы поездку в Чанчунь в рамках института Конфуция, я всем, кстати, советую своих детей после 8 класса, они, по-моему, делают. Позвоните на всякий случай в институт Конфуция, узнайте, 7 или с 8 класса детей берут. Это очень полезно, пока там у детей еще не пропало вот эти специальные нейроны, которые позволяют обучаться быстро вот языкам. Китайский язык это 100% надо выучить современно, хотя я помню, в какое-то время я был покусан, значит, русской литературой, страдал ксенофобией, причем на таком достаточно очень сильном уровне. И вот после поездки в Китай, короче, все это испарилось, как спелых яблонь дым, как говорится, улетело все полностью. Стоило просто посмотреть, покататься на вот этих поездах, на маглевых, на высокоскоростных китайских поездах, на просто метро,
пекинском проехаться, значит, посмотреть, как там все это функционирует. Конечно, может быть, жить внутри китайской системы я бы не хотел, но вот, так скажем, для вот этих сотрясателей вселенной, вот этих панмонголистов, короче, это было бы откровением, я так думаю. И поэтому кончайте с этой ксенофобией, которую вам русские навязали. Надо выстраивать уже сейчас, значит, позитивные отношения с китайским миром, так сказать, с китайскими бандами, триадами, с китайскими КГБшниками, значит, передавать всю интересующую информацию, которая, ну, конечно, может интересовать китайцев, не препятствовать этому, чтобы, значит, вонюшки снова там начали искать там японских, китайских, если раньше они там японских шпионов искали, сейчас будут искать китайских шпионов. Хотя вот, собственно, поспрашивайте своих родных, а сколько телефонов, где произведены телефоны, где компьютеры произведены, где техника, где Wi-Fi, в конце концов, произведены, что в Китае. Даже оборудование, на котором работают всякие там, значит, сормы, там всякие, еще какие-нибудь там системы, даже все китайское, то есть бледная копия, короче. Поэтому вот то, что сейчас там происходит с ограничениями, значит, там, введением, это все давно пройдено в Китае, так скажем, там уже давным-давно все пользуются VPN-ами, если они хотят какой-то западный иностранный контент пользоваться, Ютубом, там, почтой нормальной и так далее. То есть там уже совсем давно все выстроено, и никого это не особо волнует. Конечно, там все вот эти запретительные законы есть. Я вот уже неоднократно приводил пример метиса одного, который там постоянно страдал из-за своей внешности, его там принимали за уйгура. Ну вот он рассказывает, любой полицейский может у тебя отобрать телефон, там, потребовать разблокировать, если не разблокируешь, тебя уведут в участок. Так, разблокировали. Чик, смотрят. А, VPN, все это уже, значит, это такое. Уже нарушение. Так, сейчас я там либо штраф, либо там замкнем, либо еще что-то. Понимаете, вот так. И то же самое в Рашке будет. То есть это еще один лишний просто источник будет выбивания денег. Вот как в Москве 90-е годы там останавливали, я помню. Значит, идем смонтируем. 90-е. Раз такая жирная чушка такая, настоящий такой московит, хотя по роже, может быть, был из, так скажем, из малоросов, так скажем. Ну, я вижу, по роже сразу видно, что он там не какую-то функцию исполняет, а ему денег какой-то. Ну, он не на тех нарвался, короче, в итоге оторопел, отпустил. И вот сейчас вспоминаю историю с кандидаткой наук, который там какой-то казачонка там пытался задерживать там и так далее, якобы там, ну, сейчас там пишут, что она безбилетница была и так далее, ну, это все бред на самом деле. Никакая она безбилетница не была, но, в общем, поведение абсолютно отличается. То есть кандидату наук это абсолютная рознь. То есть если вот эта вот несчастная кандидатка, она не мусорнулась, там заяву не накатала в прокуратуру такая, на каком основании, значит, эти персонажи там туда-сюда. То есть какие-то последствия. А вот мать не стала, она написала в московскую прокуратуру, и потом получила письмо, где, да, были подтверждены, что персонаж, короче, капитан какой-то там, значит, был неоднократно там, значит, замечен в каких-то вещах, порочащих честь и достоинство, что-то в этом роде, короче. Ну, в общем, турнули его. Ну, должны были турнуть, по крайней мере, хотя это могла быть стандартная отписка в национальные регионы от прокуратурки московской. Но, тем не менее, ситуация такая имела место, и вот если бы люди не боролись просто-напросто с подобным поведением, то она бы до сих пор и продолжалась. И сейчас снова вот Путин возрождает эти бесправные времена, когда любой мелкий мент, любой, так скажем, с синдромом вахтера, он теперь будет за мессенджер Фейсбука, там, за WhatsApp, там, какие-то, значит, деньги просить, там, еще что-то, там, грозится административкой какой-нибудь и так далее. Вот сейчас вы попадете вот в такие времена, реально на улице будут цеплять, хоба, а ну-ка пошли, а ну-ка это. Ну, начнется то же самое, как в 90-е годы было.
Так, ну перейдем к, значит, моим, значит, собственно, основным этим, что 3 сентября в Китае, в столице мира, в еще одной столице мира, значит, в Пекине прошел парад. Съехались туда диктаторы со всех стран. Ну и такие, значит, не то чтобы поддиктаторы, но такие обладающие, так скажем, определенного рода диктаторскими замашками. Там, вот из Европы парочка персонажей было. Ну, не могу сказать, что Хэрэлсух, там президент из Монголии, он какой-то диктатор. Ну, так чисто марионетка. Ну, раз пригласили в Китай, надо приехать, может быть, взятку дадут, может быть, какой-то подарок. Это обязательно, как китайцы, когда кого-то приглашают, обязательно одаривают. И в связи с этим потом переключимся к такой бомбе новости, так скажем, которая в Казахстане сейчас гремит, и там разные, значит, строятся подозрения, что там был якобы арестован. Мы не знаем до конца, арестован или не арестован министр иностранных дел, еще какой-то поддельный. Параллельно, значит, там было арестовано 13 тонн кокаина. В общем, не в самолете ли казахского президента был этот кокаинчик там привезен, или там в каком-нибудь другом там состоянии. Ну, в общем, один мой знакомый блогер пишет о том, что, скорее всего, этот кокаинчик русский. Значит, эти два персонажа просто участвовали в этой схеме, собственно, и, видимо, участвовали давным-давно в этой схеме. И просто, по-видимому, это либо утечка от китайцев. Ну, бывает такое, что в Китае очень же сложное законодательство касаемо наркоторговли и так далее. Поэтому там грамм или килограмм того же кокса, он самый дорогой. Вот, если мировые цены взять, то в Китае один из самых дорогих граммов кокаина, так скажем, в мире. И вполне возможно, что китайцы, желая поставить на пост, так скажем, министра иностранных дел своего человека, которого они знают, в общем-то, решили педальнуть определенную тему, что, скорее всего, это русский кокаин, полученный от Мадуро. Но в Казахстане он готовился для того, чтобы его перекинули в Китай. Но, видимо, вот что-то не пошло так, и поэтому там значит, в Казахстане какие-то определенные терки возникли. Ну и возвращаясь к тому, что там произошло, естественно, что произвело эффект такой разорвавшейся бомбы, там, что все диктаторы на первом фоне, естественно, самые такие персонажи, где Си Цзиньпин, значит, гордо возвращаясь над двумя карликами, значит, во Френче, ведет, так скажем, всех диктаторов на площадь Тяньаньмэнь, на котором прошел блестящий парад. Правда, нынче парад он был больше такой, я заметил, что меньше такого темпа было, что ли, воинственного. Это, видимо, должно было символизировать о том, что вот 80 лет это все-таки не бряцание, 80 лет победы в связи с окончанием Второй мировой войны. То есть 2 сентября, значит, это во всем мире и, собственно, в том же Китае это окончание Второй мировой войны. А 3 сентября в Китае это День Победы Китая над Японией. И поэтому, собственно, не 2 проводят сентября, а 3 сентября. Это не так, как там вот эти качка со Сталином, что когда там подписали безоговорочную капитуляцию, значит, в Европе было 8, а в Москве 9, там, такие всякие штучки, это не из этой схемы, то есть это просто другой праздник. И в этом отношении, конечно, что там было предоставлено, я там смотрел от начала до конца, то есть пришлось не спать здесь. Было интересно, то есть я в самом начале так предполагал, а будет ли, потому что понятно, что сейчас весь сыр-бор идет вокруг Тайваня, да, и, соответственно, Китай, по-видимому, должен был продемонстрировать, а как он этот Тайвань будет брать, собственно, чем. Соответственно, там должны были быть
противокорабельные ракеты различные, ну так по моему мнению, какие-то дроны-самоубийцы, потому что сейчас очень большое количество видео на этот счет есть, когда там, значит, запускают различного рода математические модели для того, чтобы просчитать, сколько вот дронов камикадзе нужно, чтобы уничтожить какой-нибудь корвет, например, какой-нибудь эсминец. Или, например, какой-нибудь авианосец, скажем. Да? Ну и вот там, конечно, так и произошло. То есть была представлена вся система, вся вот эта, значит, противокорабельные различного рода ракеты, дроны там и так далее. И поэтому, ну, в общем-то, ну, меня интересовало, а что нового, потому что, собственно, я вот смотрел какие-то ролики, и если сравнить, скажем, 20 лет назад парады, да, вот эти китайские, там, ну да, видно там еще, значит, что-то вот это вот попахивало социалистическим, это вот одежда дурацкая, такая дрянная вся вот эта форма, которую, наверное, даже северокорейцы сейчас не наденут, да, на различного рода парады, да. То есть что-то вот такое, ну, что символизировало армию такую, которая ничем не умеет воевать, воюет только вот этими толпами, значит, закидывает мясом, шапками. А сейчас видно, что армия-то, ну, другая, людишки другие, так скажем, даже вот по этим лицам бешеным можно взглянуть, когда, значит, ехал этот Си Цзиньпин, там что-то говорил, там, здорово, товарищи, там, отвечали там, короче, с такими лицами дурацкими. Видно, что еще идеологически китайцы заряжены. Вот это вот особенно такая, ну, примитивная, так скажем, масса, которая плохо в школе училась, ну, у которой там спортивные достижения какие-то определенные. И вот они-то, видимо, ну, готовятся, то есть их натаскивают, чтобы там где-нибудь на брустверах каких-нибудь гордо помереть, значит, или там на каком-нибудь транспорте, там, на какой-нибудь лодке. Значит, но вот тональность, так скажем, вот этот вот хор зачем-то, вот, что-то пели там и так далее, ну, оно такое, как бы, то есть одновременно слабенькое, да, то есть могли бы хор-то по-другому одеть, конечно, какие-нибудь там, я не знаю, более милитарной форме. Ну, там, видимо, концепция была совершенно другая, направленная в том числе на американцев, что мы, мол, угрожаем, но мы за то, чтобы жертв не было. Значит, за то, что мы помним о тех жертвах, которые были во Второй мировой войне, японо-китайской там, и так далее. Ну и причем интересно было, что там были все приглашены, которые так или иначе, лидеры государств, которые так или иначе в свое время подверглись японской оккупации. Но вот корейцев не было южных, зато были северные корейцы. И вот и Путин. И самое интересное этой ситуации, что сейчас обкатка произошла и у северных корейцев на украинском фронте. Какую-то часть они обкатали в Курской области и так далее. Но я так понимаю, что северные корейцы в Украине нет. То есть вот это, собственно, им подарили вот этот полигон бесплатный в Курской области, да, для того, чтобы там корейцы оттренировались. И это вот такой хитрый диктаторский пункт, да, то есть, что же вот надо было же срочно бросить там войска, вот сделали так, чтобы корейцы там натренировались. Почему? Потому что, ну, украинская армия вооружена точно так же, примерно так же, и воюет по тем же самым стандартам, что и вполне южнокорейская. То есть, понимаете, да? Сами русские обучились уже за это время воевать с войском НАТО, так скажем. А китайцы не умеют ничего. Воевали когда последний раз? Первая социалистическая, то ее проиграли. Дальше бряться не оружием, ну, конечно, оружие уже перешло в другой формат, и мы вот видим, например, значит, что на этом параде было впервые продемонстрировано, я вам зачитаю. Был показан впервые публично ядерные отряды, значит, наземные
межконтинентальная ракета. Новая ракета ДФ-61, Дongfeng 61. На мобильных пусковых установках я смотрел карту, по-моему, CNN показывал. Ну и практически весь мир, значит, эта ракета долетает, ну, за исключением Южной Америки. Ну, не летит она туда, просто нет надобности. Значит, подводные были показаны ракеты Субмарин Джулан-3 и воздушная ракета Джинлей-1 для авиационного запуска. Были показаны вот гиперзвуковые корабельные ракеты UJ-15 и, значит, дальше 17, 19 и 20. Система противодействия БПЛА и лазерное оружие. Противодроновая система, ракетно-пушечные установки, лазеры большой мощности, микроволновое оружие. Также представлены новые лазеры, включая LI-1 для кораблей наземного базирования и ОВ-5А10, 10-киловаттный лазер на колесном шоссе. Роботы и беспилотники были представлены. Значит, представлен танк Type 100 с гибридным двигателем, необитаемой башней, средством активной защиты и ИИ управления. Так, ну из авиационных, значит, самолеты-истребители, палубные J-35, значит, продемонстрированные системы ПВО. Ну, в общем, короче, это должно было напугать Тайвань, это должно было, так скажем, предостеречь американцев. Ну и одновременно важная речь, которую произнес сам Си Цзиньпин. Вот в этой речи он говорил, что китайцы готовы жертвам. То есть вполне возможно, что все-таки, как предсказывают аналитики, что горячий конфликт только начинается на самом деле. И Путин вот лавирует между, так скажем, китами в надежде, что ему подарят перемирие. И дальше, значит, ну, Путин это же все понты всякие такие, что он типа заглянул, да, к Трампу заглянул, у него там рабочая поездка в Магадан была, значит, какие-то. И здесь, соответственно, у него тоже была как бы рабочая поездка на форум, на, значит, там какое-то мероприятие ШОС, Шанхайская организация сотрудничества, на которой впервые, в общем-то, на такое крупное мероприятие приехал премьер-министр Индии. Что тоже довольно показательно, потому что Индия и Китай, они, в общем-то, неразрешенные еще пограничные конфликты имеют. Недавно, буквально там 2 года назад, значит, у них там происходили рукопашные там с лопатами, саперными и так далее, значит, столкновения с индусами на каких-то там определенных границах, да, то есть вот, ну, он приезжает в Пекин для того, чтобы, так скажем, побыть, ну, я не знаю, не помню, он, по-моему, не был на параде, индийский премьер, но на организацию сотрудничества, что он заехал. При этом, я, насколько помню, еще при самой этой организации, этой странной Шанхайской организации сотрудничества, был такой документ подписан о том, что в случае, ну, допустим, если буряты объявят независимость и суверенитет, да, допустим, то Путин может попросить китайцев ввести войска. То есть это еще такой вот защитный против внутренней, так скажем, да, то есть и китайцы, то есть, ну, вдруг там уйгуры восстание поднимут, или монголы скажут, а мы хотим воссоединить с исторической родиной, так скажем, внешнюю Монголию присоединить к внутренней, вернуть там Монголии столицу Ханбалы. Хоп! И что мы видим? И мы видим тоже, что постоянно ежегодно проводятся, значит, так называемые контртеррористические учения в Бурятии. Называется Силингай. Почему-то монголы там участвуют.
И что непонятно, что против кого эти контртеррористические учения проводятся. Это лишний раз напоминание вот всем там вот этим немощам бурятским, которые в Бурятии сидят, там, типа, управляют там, ну, 100 миллионов, 200, ну, 300 миллионов там, с бюджета Республики Бурятии попадая кому там, короче, чтобы он там какой-то бизнес там вел, дотации ежегодно. Ну, он этим доволен, короче. А миллиарды выводятся. Я вот сейчас почитал, там, 4 числа, значит, Бурлуков объявил, что там были какие-то общественные слушания, что все против. Значит, вот этого фосфатного. Да мы-то против тоже, бурятские националисты. Но не с экологических точек зрения, а потому что это все вонюшки хотят у нас украсть. То есть они считают, что это возможно. То есть, и поэтому они же видят, как там все развивается. Пока, значит, есть лицензия какая-то определенная, ею нужно воспользоваться. Я более чем уверен, что в сложившихся условиях этот проект продавит, безусловно, потому что уже еще при Наговицыне чуть практически не продавили, по той простой причине, что они там, вот там на войне, это там, да, породу срезать будет, там, да, мы будем вывозить ее, обогащать в другом месте, она не здесь, типа, будет обогащаться, пятое, десятое, там, и так далее. Но тогда экологи сказали, то есть, если все эти фосфаты, апатиты, значит, попадут в селенгу, а так или иначе это будет происходить, потому что там есть такие технические, так скажем, характеристики, а сколько вот, ну, технические, там, пыли, апатитов и там все прочего, просто даже на колесах автомобилей, а там десятки тонн. Ну, сказали, Байкал зацветет, короче. А Байкал это водохранилище, не озеро просто. То есть они с точки зрения даже просто безопасности водоснабжения, так скажем, Иркутска, опасаются. Потому что Байкал даже при своей холодности, так скажем, зацветет. Флора и фауна начнут гибнуть и так далее. А это уже международного определенного рода есть соглашения, которые нашли. И вот если Путин эти международные соглашения уберет, какие-нибудь там с ЮНЕСКО, там, выведут Байкал, там, еще там что-нибудь в этом роде сделать, тогда, конечно, милости просим, как говорится. Добывать будут в больших объемах. Причем, на самом деле, я посмотрел, объем-то не такой большой этого месторождения. Просто там же железка рядом. И вывозить легко. И там предполагалось по советским, значит, мероприятиям где-то там же обогащать в районе, там, Табхара, еще где-то. Значит, отдельно железную дорогу туда хотели прокинуть прям в Ашурково туда на месторождение с той стороны. Значит, и сейчас тонна обогащенных вот этих фосфатов, значит, активно используется в Бразилии, вместо, то есть своих собственных ресурсов не хватает, и в Индии. Тут есть как бы за что побороться, и мы в будущем, естественно, когда станем независимыми, конечно, это все будем разрабатывать, копейки к нам в кошелек. Но сейчас, когда вонюшки хотят это все дело забрать, то есть они даже вот не догадываются, что надо же, чтобы буряты на этом деле зарабатывали. Ну, вонюшки, вот этот колониализм, империализм, он такой, что нет, мы не допустим того, чтобы вот эти вот все покоренные когда-то нами народы, короче, зарабатывали на том, на чем русские зарабатывали, на ресурсах. Раньше это был соболек, золотишко, а теперь это вот апатит и фосфат. Поэтому это не просто глупость, да, некоторые говорят, а что там бурятов не ввели и так далее. Вот, например, компания, которая добывает методом выщелачивания довольно, так скажем, грубый метод выщелачивания урана, да, а что там много бурят работает? Вы хоть одну бурятскую морду там покажите, которая в правлении у них там сидит. Которая, ну, просто за красивые глаза бабки получает. Таких даже нет, понимаете? То есть, о чем можно говорить? То есть, вонючки просто об бурят вытирают ноги. И в этом отношении, конечно, мы видим просто, что такое, ну, вот смотрите, да, сколько вот этих изничтожили, так скажем, дурачков, которые там вдруг внезапно
из алкашей переквалифицировали в профессиональных убийц, да, а толку нету. То есть не идет вот на то, что элиты обычно рассчитывают. В Якутии то же самое, они же тоже там рассчитывали, что мост будет там через Лену, еще какие-то ништяки там на районы упадут и так далее. А в итоге заикнулся один депутатишка, что это колониализм. Ну, то есть они-то, якутская элита-то, она понимает, что надо вот на эту тему давить, короче, чтобы вонюшки там в Москве. Ну, то есть они же, ну, пока вы про это не говорите, да, пока вы эти вопросы не ставите, да, ну, мы на них типа не реагируем, короче. Вот они пустили эту торпеду коммуняку или кого-то там, вот этот якут. Что-то на него там сейчас пытаются завести. А почему бурят такой не говорит? Тут прям в чистом виде. Он сказал бы, короче, мы будем разрабатывать буряты. Лицензию отобрать, короче, дать вам. Значит, семье Цыденова. Ну, такой себе бурят, конечно. Ну, все равно. Вот, все, поднесем, принесем. Понимаете? А нет, нельзя. Потому что? Колониализм, потому что мы только должны на этом дело. А потому что вы привыкнете к тому, что все ваши ресурсы, ну, к вам будут в карман. Просто за ничего, короче, как говорится, денежка, деньга падает. Да? Привыкнете, захотите независимость. Понимаете? Вот такая вот логика. Так. Сейчас дальше у нас какой хотел вопрос обсудить. Дальше вопрос. Такой небольшой анонс, короче, для тех наших зрителей, которые находятся в Польше. Завтра будет в Варшаве состоится антифашистский митинг. В Фейсбуке, пожалуйста, найдите. Там, значит, тема такая, что хватит нас пугать мигрантами. Короче. То есть это, в общем-то, целый ряд радикальных польских левых выходит, там большое количество мигрантских организаций, которые занимаются интеграцией мигрантов. Ну и, в общем-то, я вас приглашаю тоже, те, кто находится у нас на территории Республики Польша, в Варшаве, тоже поддержать эту инициативу. Видите, я постараюсь выйти, но так получается, что с 6 по 9 сентября в Варшаве будет съезд народных депутатов под руководством Ильи Пономарева. И, в общем, там ситуация такая, что, ну, я обычно с самого первого, значит, съезда зарегистрирован как, значит, журналист, как блогер, значит, поначалу это был блогер этой республики Бурятия, я там пытался освещать потом, собственно, со своего канала. Ну и сейчас тоже я буду представлен как журналист, там буду интервью брать. Надеюсь, там будут все эти люди, у которых я хотел бы взять интервью, поговорить по поводу перспектив этого съезда, потому что, ну, мы видим, что, так скажем, интерес постепенно снижается к подобного рода активности. Видимо, те финансовые средства, которые получены были через не конкретно Пономарёва, вообще, ну, посмотрите, всякие там вот эти съезды, там, другой России, там еще, ну, что-то вот, всякие вот такие вот мероприятия хороших русских, так называемых, да, их же практически нету сейчас. И почему это? Отчасти это связано с тем, что, ну, вот это понимание со стороны вот этих различных фондов того, что, ну, такого рода деятельностью Путина не сбросить, да, значит, подобного рода организации, они не могут, значит, ну, прямо говорить, что, ну, ребята, друзья мои, ну, нужно терроризм, короче, то есть мы должны там, русские революционеры, значит, там, генерал-губернаторов стрелять, значит, там, во врагов режима, значит, не режима, а тех, кто цепных псов режима, так скажем, стрелять, короче.
Ну, вот, как типа всяких там Садноповых, там, значит, Валер, там, кто повыше, там всякие сидят, там, и так далее. Ну, вот а-ля. То есть в них должны стрелять. Потому что вас-то отстреливают. Сколько там вот этих внесудебных казней на Кавказе. Да? Сколько, значит, просто посажено. Вот сейчас я рад, что Алексея Бадмаева, которого посадили так, незаконно абсолютно, 14 лет, молодой пацан, 20 лет, бурят. Значит, ну что-то, ну как все молодые, радикальные, там что-то там каким-то этим русским нацистам что-то там пытался донатить. Ну, в общем, попался на провокацию обыкновенно. Значит, где-то засветился, где-то комментарий оставил. Значит, ну и был обыкновенным, так скажем, россиянин. Взяли, попал в оборот, значит, получил в итоге 7 лет, потом прокуратура подала апелляцию, получил 14 лет. И в итоге сейчас его признали, мемориал признал его политическим заключенным. Это очень хорошо, потому что я думаю, что изменится к нему отношение со стороны, значит, администрации того лагеря, в котором он сидит, потому что я так понимаю, что они всем на любых политических, значит, сейчас отрабатывают различного рода вот эти методологию, так скажем, поднятую с совка, потому что мы сейчас видим, фиксируем о том, что какое количество памятников польскому марксисту Дзержинскому вдруг внезапно поставили. Почему осквернения нет таких памятников? Ведь это официально поставлено, это не какая-то инициатива там Тудоханова, там Мархаева и так далее на частной территории поставить бюстик Сталина. И то я даже, ну, бабки предлагал, короче, чтобы, значит, этот бюст испоганить. Понимаете, я не знаю, мне мошенникам надо стать, что ли, я не знаю, деньги воровать у вас, короче. Что как эти как украинские мошенники это и заставляют гадить на этого несчастного чебурашку где-то. Ну, такой прикол у них. Ну и ходят эти дурачки, короче, там, гадят на этот памятник. Степашки, да. И вот что я мне, мошенникам надо быть, что ли, что-то толковых бурят нету, что ли. Вот ты готовишься к эмиграции, например, тихо, тайно. Взял молоток или кувалду, короче. Разбил этот памятник, зафиксировал. Не надо выкладывать. Просто разбей и зафиксируй. Жик через Монголию там каким-то образом в какую-то другую страну демократии попадаешь, вот говоришь, я разбил памятник. За народ за свой разбил, потому что я являюсь бурятским националистом. Вступил в партию бурятского возрождения. Здесь под видео есть будет ссылка. И все, и нормально. Ну, что, кейс готовый, как говорится. Что тебе угрожает? А много чего тебе угрожает. Партия экстремистская, террористическая даже, друзья мои. Я вот, искал, значит, там, переврали, короче. Там есть два списка. Есть список Минюста, такая антироссийское сепаратистское движение. А есть еще ФСБшный список, где Бурят Гюрун как террористическая организация записана. Так. Ну, мы прекрасно знаем, что наши бурятики, они струхнут чем-то подобным заниматься. Так. Почитаю комментарии. Там какие-то боты тут накидали мне ботов. Так. Бота надо удалить. Так. Вообще не блокировал, потому что это бот. Так. Задавайте вопросы. Сейчас что-нибудь отвечу вам. Ну и в общем ситуация такая, что в мире все сгущается, и вот в том числе, например, Порубия убили, да, в Украине. Причем, ну, сразу было понятно, что когда его убили, что это стрелял какой-то там, что-то там, какие-то, я не знаю, эксперт, что за эксперты. Да даже я вижу, что чувак, который стрелял, ну, он стрелял вот явно без подготовки. Это не тот человек, который регулярно стреляет, да, из пистолета там и так далее. То есть, и
Ну, убил Андрей Порубия. И сразу было понятно, что это какой-то мешок. Не Андрей Порубий, а тот, который его убил, личность. Ну, как потом оказалось из СБУ, что это просто там какой-то любитель интернета, значит, у которого сын пропал там то ли в Бахмуте, то ли на Покровском направлении. Каким-то образом, значит, на него там вышли, значит, он искал это тело его, пытался найти, живой ли там, в плену и так далее. Ну и какие-то, значит, обработали этого персонажа, короче говоря. Туда приди, там пистолет найдешь. Туда приди, значит, там патроны найдешь. Там, значит, переписывались с ним. Значит, полностью его обдурили, так скажем, этого персонажа. Персонаж украиномовный, ну, по крайней мере, украинскую речь понимает. Не ватник никакой. Хотя некоторые говорят, что это украинская вата. Но я не знаю, в этих сортах не разбираюсь, как говорится. Поэтому и правильно там написали. А кто говорит, Бандеру убил? Бандеру убил такой же украинский националист, который был завербован советским, значит, специалистом. И тут такая же ситуация. И это очень нехорошо пахнет, потому что, как вы знаете, я постоянно на эфирах говорю о том, что Путин ведет войну не сколько против Украины, как такового государства, а против украинских патриотов. То есть это гораздо более глубокая, так скажем, история. Почему? Потому что ему не нравится сам факт того, что украинцы, существуют украинские националисты, украинские патриоты. И вот эта вот затяжная война, о которой я говорю, вот это именно линия соприкосновения и так далее, она на что направлена? На то, чтобы как можно больше украинских патриотов уничтожить. Стабильно просто, ежедневно. То есть в этом отношении Порубий ничем не отличался от тех, которые погибли на фронте. Это не значит, что там в Украине небезопасно, так скажем, для таких деятелей, так скажем, национального движения. Но любой деятель национального движения, он понимает, что рано или поздно может случиться такая ситуация, когда ты просто идешь по улице, радуешься жизни, и тебе тушит свет. Так что задумайтесь перед тем, как стать бурятским националистом. Может быть, вам проще, как этому премудрому пескарю где-то там под корягой, жить всю свою жизнь несчастную, чтобы от вас ножки вытирали. Стать кандидатом наук, которого потом где-то в Подмосковье лапает, прям цепляет, хочет изнасиловать казачок. Так вы хотите прожить всю свою жизнь несчастную? Или как эти сотрясатели вселенной, которые сотрясают этот сквер на Саянах, регулярно устраивают какие-то пьяные дебоши. Такими вы хотите быть? Или какими-нибудь обрубками, у которых и ножку, и ручку оторвало. Никому не нужно. Сейчас же, говорят, сократили выплаты, потому что там нашлась какая-то бригада снайперов. Они друг дружка ранили в этой бригаде, получали выплаты по 3 миллиона. Потом снова возвращались, потом снова друг дружка ранили. И все это было как бы на боевых заданиях, и каждый раз по 3 миллиона получали. Но они настолько, видимо, обнаглели, что в конечном итоге кто-то из участников схемы проговорился, стуканул. Ну и, в общем, выдаили, видимо, этих персонажей, ну и все равно осудили с лишением всех воинских званий. Так что и такая схемка не пройдет сейчас. И поэтому вот им-то, может быть, заплатят, потому что они вонюшки на 3 миллиона. А вам, ну, вам придется там за протезами бегать. Какой-нибудь, значит,
ООО «Аноним», которая там в домашних условиях там с какой-нибудь самой дешевой пластиковой или алюминиевой трубы там вытащит какую-нибудь подделку детскую под любым протезом. В то время как в Соединенных Штатах Америки или в Германии уже электрические протезы предоставляют, роботизированные руки и так далее. Нужно ли вам вопрос к моим подписчикам? Напишите в комментариях. Не лучше ли бороться за свободу, независимость и суверенитет Бурятии? Бурятам бурятскую власть, Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть и Бурятия принеси домой. Только так и не иначе. Всем пока и до новых встреч.